Доброе утро всем телезрителям телеканалов Якутия-24 и НВК Саха. Вновь наступил день, новый день. Мы его с вами вместе встречаем. Это программа «Утро Якутии». И сегодня, 23 августа, вторник, Катерина Винокурова, Павел Танин. Вновь вам говорим доброе утро. И в ближайший час мы вам расскажем, как в эти прошедшие выходные в ряде городов России прошли различные крупные фестивали, расскажем о них, а также о других крупных, не менее крупных мероприятиях интересных. Да. Если у вас отпуск или вы все еще продолжаете отдыхать, вот можете смело воспользоваться этой информацией, посетить какой-то вот из фестивалей, например. Ну а в гостях сегодня у нас будет декан агротехнологического факультета Арктического государственного агротехнологического университета Андрей Сидоров. Мы с ним поговорим о подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики. Традиционно покажем наши рубрики «Говорим правильно», «Книжная полка», «Даты события». Также расскажем о мероприятии, которое пройдет в эти выходные в столице региона. Это велодень. Более подробно о нем нам расскажет Дмитрий Аргунов, один из организаторов и ответственных за это мероприятие. Ну и сегодня мы продолжим тему такую важную для родителей. Это как нарядить, наверное, да, не снарядить, а нарядить своего ребенка в школу. Именно говорим про школьную форму. Вчера мы рассказывали о том, как девочек наряжать. Сегодня будем выбирать школьную форму для мальчишек. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что работаем мы в прямом эфире. У нас есть способы обратной связи. Номер телефона, например, 8 914 273 4488. Смело можете сюда что-то писать. Мы обязательно это прочитаем. Мы по возможности зачитаем в эфире. Что это может быть? Это могут быть поздравления, поделиться какой-то своей новостью хорошей, важной, ну или же даже предложить какую-то тему, которую мы можем осветить, о которой мы можем в эфире рассказать. Да, ну а далее мы знакомимся с погодой на день сегодняшний. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 1,6 градусов тепла. В Заречной группе 4,8, в южных до 7-8 градусов, в Вилюйской группе 5,7, в Нижнеленских 6,8 градусов тепла, в западных 7-11. В Калмендигирской группе от 10 до 17, в Янских 6,9 градусов, на северо-западе 4,5 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 5 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно нам обещают без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, порывы до 9 и 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла. Вот, к слову, по утрам уже чувствуется приближение осени, потому что очень прохладно часов 5-6 утра на улице, холодновато. Да, ну и вчера, кстати, был очень такой ветреный день в столице, поэтому призываем вас одеваться как можно теплее, защищать свои органы слуха, горло, обязательно прикрываться. Но, как мы уже сказали, сегодня 23 августа на календаре. И какими же событиями этот день запомнился, узнаем прямо сейчас. На календаре 23 августа сегодня отмечают День бисквита, День недорогих авиабилетов, День полета Божьей коровки. По народному календарю сегодня отмечают Лаврентьев день. В старину считали, что именно в это время самые красивые утренние и вечерние зори. Поэтому по-другому этот день называют зоричником. Символ 23 августа – вода. На заре этого дня девушки умывались водицей из родника, что по поверьям придавало им красоту. Утренней росой поили стариков и младенцев для обретения ими здоровья. Также по воде в этот день определяли, каким будут наступающая осень и зима. Если она тихая и спокойная, осень будет безветренной, а зима – без вьюг и метелей. События в этот день. В 1904 году запатентована автомобильная шинная цепь. В этот день был спущен на воду теплоход «Победа». В 1955 году начал работать Череповецкий металлургический завод. В этом же году состоялся полет первого конвертоплана с поворотным ротором.
В этот день был открыт Харьковский метрополитен. В этот день родились Иван VI, российский император в период с 1740 по 1741 года. Александр Грин родился в 1880 году. Русский писатель, представитель направления романтического реализма. Никита Моисеев, советский российский ученый-эколог, общественный деятель. Валерий Николаев, советский российский актер театра и кино, режиссер. Ривер Феникс родился в 1970 году, американский киноактер, музыкант и общественный деятель. Константин Новоселов родился в 1974 году, российский и британский физик, нобелевский лауреат. Именины в этот день отмечают Сава, Роман, Лаврентий, Вячеслав, Афанасий. Ну, а сегодняшний день, вообще современный мир, это мир, когда в тренд выходит такое важное направление, как забота о здоровье. Очень много людей начинают о нем заботиться, следить. Это и правильное питание, занятия спортом и так далее. И вот, в том числе и за помощью квалифицированных медикам обращаются. Но здоровье — это не только медицина, это, опять же, занятия спортом. И в Якутске последние годы все больше становится людей, увлеченных велоспортом. Вот об увлеченных этим видом спорта, о якутянах, о предстоящих крупных соревнованиях и о том, что нужно для того, чтобы велоспорт стал массовым, расскажет наша коллега Туяра Филиппова. Для Леонида Иванова велоспорт – это не просто хобби, а образ жизни. Увлечение детства когда-то привело в профессиональный спорт, а затем, после перерыва в несколько лет, велосипед вновь прочно и навсегда вернулся в его жизнь. Мне нравится скорость, очень нравится скорость. И я считаю, это одно из самых таких универсальных средств передвижения. Почему? Потому что для автомобиля нужно топливо специальное. Для скейта он тоже удобен в передвижении, или самокат, но он на далекие расстояния не так универсален, не так удобен. Велосипедов у Леонида 2. Больше не надо, говорит спортсмен. Содержать дорого, да и уход требует времени. Однако главному увлечению мужчины подчинено все, и даже внешний вид. Когда температура ниже 40 и ветер, то лицо очень легко обморозить. Поэтому борода. Борода в этом тоже очень хорошо помогает. В этом есть, да, плюс. Таких увлеченных велоспортом, как Леонид, в Якутске немало. Только в официальном велосообществе состоят более 400 человек. Много среди них и девушек. У меня велосипед обычный, МТБ. Он универсальный и подходит и по горам ездить, и по асфальту, по грунту. Для того, чтобы заниматься велоспортом, нужно большое желание, постоянные тренировки, вести здоровый образ жизни. Якутские веллеры сейчас готовятся к первым после длительного перерыва соревнованиям. В 100-километровых гонках по шоссе в честь столетия ЯССР и соревнованиях на горных велосипедах примут участие самые опытные и сильнейшие велосипедисты Якутии. В эти дни они проходят усиленную подготовку на склонах Чучур-Мырана и по Вилюйскому тракту. Но помимо самих тренировок важна и качественная экипировка для безопасной езды. Обязательно шлем, исправные тормоза на велосипеде и перчатки, чтобы руки защищать. Для тех, кто только присматривает себе железного коня, опытные веллеры не советуют покупать его в хозяйственных магазинах и неспециализированных рынках. Ведь некачественный велосипед напрямую создает угрозу для жизни самого велосипедиста и пешеходов. Это же касается и выбора шлема, которому зачастую начинающие велосипедисты не придают серьезного значения. А этот шлем должен быть именно толстый, он должен защищать тебя и спереди, и сзади, и он одноразовый, то есть после сильного удара он должен смяться, погасить удар, и после этого, скорее всего, он придет в негодность. В Якутске любителей езды на велосипеде с каждым годом становится все больше. Однако качественных дорог с велодорожками пока не так много. С правой стороны скапливаются очень много грязи, болтов, гвоздей и луж, и поэтому иногда тебе невольно приходится объезжать их и выезжать от правой части, где ты должен двигаться по ПДД. Также из-за того, что не все водители знают
ПДД полностью, и то, что велосипедистам разрешено находиться на проезжей части, они могут специально поджимать, отвлекать их. И предстоящее соревнование, и массовый велопарад 4 сентября, в котором, кстати, может принять участие любой желающий, хороший повод показать, что велоспорт в Якутии есть, а главное, востребован и вполне может стать массовым видом спорта. Считаю и желаю, чтобы именно наше руководство республики содействовало в этом направлении, потому что я знаю то, что они помогают другим направлениям. Ну вот, борьба, бокс, там, баскетбол, футбол, легкая атлетика. Вот. И это правильно, это очень хорошо. Ну и, конечно же, агитация и пропаганда, здоровый образ жизни. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Ну что ж, уже в эти выходные, продолжая тему велосипедов, состоится замечательное событие под названием... Да, ну не в эти выходные, а в начале сентября. Да. Ну, я уже Велодень, забегаю вперед. Да, планируется провести в нашем городе. И более подробно, вот что из себя представляет это мероприятие, мы поговорим с одним из организаторов проекта Дмитрием Маргуновым. Дмитрий, доброе утро. Ну, по совместительству, скажем, одним из ваших коллег, да, потому что велодень, он полностью, Я думаю, все это понимают. он полностью да. называется «Велодень» телеканала «Якутия-24». На самом деле, хотелось бы подать пример определенным предприятиям, организациям в деле того, чтобы культивировать, пропагандировать, поддерживать какой-то вид спорта, который априори является, скажем так, полезным. Угу. Ну вот мы сказали 4 сентября, да? 4 сентября, да, планируется очень масштабное мероприятие, в том числе и подзабытый формат, который называется массовый велопробег велосипедист, участник дорожного движения. Он, помните, раньше проводился, оцепляли улицы, и велосипедисты, организованные колонны сопровождения ГИБДД проезжали, вызывая интерес не только водителей, но и просто простых пешеходов. граждан. Да, пешеходов. Как-то вот связано с датой. Приурочен этот день? Немножко приурочено, потому что у нас с 2010 года, указом тогда еще президента республики, был учрежден День велоспорта республики. Он отмечается во 2-ю субботу сентября, но ввиду того, что отмечается День города и единый день голосования, решено было мероприятие перенести немножко вперед. И даже больше, 28-го состоится первое соревнование, которое приурочено к Дню велоспорта, 28 августа уже. Да, соревнования по кросс-кантри. Вот более подробно об этом мероприятии мы продолжим говорить после короткой паузы. Оставайтесь с нами. На строительство дорог в республике выделены дополнительные федеральные средства. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу России направить финансирование на развитие транспортной инфраструктуры региона. Так выделено свыше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Средства предусмотрены в связи с ростом цен на строительные материалы. Как отметил глава Якутии Айсан Николаев, в этом году будет построено 254 километра региональных дорог и еще 35 километров дорог в городе Якутске. Благодаря своевременной поддержке федерального центра работы будут исполнены в полном объеме и в срок. Кроме того, выделено финансирование на строительство и реконструкцию 2 участков автомобильной дороги Колыма, а также на реконструкцию автомобильной дороги Лена. В Якутии первые дворы по программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке сдадут в сентябре. В целом до ноября этого года появится 124 новых дворовых территорий, из них 75 в Якутске и 49 в районах республики, в том числе в арктических. 23 объекта из них представляют собой мини-парки, комплексные территории с расширенным функционалом, куда включены спортивные, игровые и культурные зоны, велосипедные дорожки, скейт-парки, павильоны для предпринимателей. Эти проекты представляют собой территории для всех жителей населенных пунктов. К примеру, скейт-парки предусмотрены в селах Булгуньяхтах, Кабяй и Дюлюкю. В Покровске установят первый в Якутии многофункциональный игровой комплекс в виде сетчатого короба. В некоторых селах, городах функционал дворовых территорий вынесен на набережные.
В Якутске стартовал Кубок главы и первенство по игре ГО. Участие в турнире принимают более сотни спортсменов, примерно половина из которых дети. За игорными досками сойдутся мастера из Якутии, Казани, Челябинска, Жуковского, Нижнего Новгорода и еще порядка 1,5 десятков городов. Не обойдется кубок и без иностранных спортсменов. Участие в нем примут игроки из Польши и Казахстана. Основные баталии пройдут на борту теплохода «Демьян Бедный». А 27 и 28 августа в рамках Кубка главы в Якутске пройдет городской фестиваль ГО, во время которого все желающие смогут узнать основы этой древней игры, пройти мастер-классы от гроссмейстеров ГО, а также поближе познакомиться с философией и историей игры и узнать культурные традиции стран Юго-Восточной Азии. А накануне в столицу прибыли первые участники турнира – команда Хабаровского края из 14 человек, самому младшему участнику – 7 лет. Мы специально приняли решение вести хабаровскую команду на поезде, чтобы дети увидели всю Якутию. Мы приехали и сюда, и обратно будем возвращаться. Мы, конечно, дети были очень удивлены таким красотам, которые мы увидели за окном. Я очень впечатлена. В Якутии очень красивая природа. Мне понравилось. Я никогда так далеко не отъезжала от Хабаровска, можно сказать. Передвижной многофункциональный культурный центр появился в Амгинском районе. Автоклуб приобретен в рамках национального проекта «Культура». Программа реализуется в республике впервые. Автоклуб – это специальный автотранспорт на основе «Газели» или «КамАЗа», оборудованный разборной сценой, световым и звуковым оборудованием. Теперь культурные мероприятия можно будет проводить в любых точках района. Многофункциональный культурный центр «Автоклуб» был реализован в рамках национальной программы «Культура». В нашей республике было приобретено 5 автоклубов, и один из них в нашем амгинском наследии. Имея автоклуб, мы можем посещать труднодоступные места, показывать концерты. В этом автоклубе имеется своя аппаратура, светомузыка, экран, где мы можем показывать фильмы, и свой генератор. И также есть Wi-Fi. У меня к этому часу вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Что ж, спасибо нашим коллегам из информационной службы. Ну а мы перед нашей паузой начали говорить о чем? О велодне, который 4 сентября непосредственно сам заезд состоится. А так вообще мероприятия уже начинают скоро вот с этих выходных начнут. И у нас в гостях один из организаторов всего этого велопробега. И по совместительству наш коллега, напомним, да. Дмитрий Аргунов. Дмитрий, кстати, приглашаются только организации или вот кто-то? Нет, организации я упомянул в плане того, что мы, наш телеканал, в нашем общем лице, да, включая там Руслана Очарова и так далее, как мы относимся к велосипеду. Ну, на самом деле хотел бы сделать в рамках вот этого велодня некий велочеллендж, да, то есть разослать руководителям, крупным руководителям, единым персонам и так далее, вот приглашение на вот этот пробег. Он же небольшой, по сути, да. А мероприятий там будет море. Начиная, скажем, соревнований для самых маленьких, начиная с 2 лет, это на беговелах, да, очень популярно, потому что туда вовлечены масса родителей. И заканчивая, мы тогда еще лет почти 10 тому назад учредили так называемый Кубок Республики, да, шоссейную гонку на 100 километров. Шоссейная гонка – это очень тонкий показатель того, что дорожная инфраструктура в регионе, она соответствует проведению шоссейных гонок. То есть вот эти вот велосипеды супердорогие и так далее, которые ребята для себя покупают, они как бы не хотят выводить на плохой асфальт. Да? Но на самом деле такие спортсмены есть. Уже полностью регламент весь шоссейной гонки на 15 человек забит у нас. Изменения в списке будут только если кто-нибудь будет там, по какой-либо причине. Ну, вот говоря про прихотливость шоссейного велосипеда именно к дорожному покрытию, надо понимать, что вот у него колесо же вообще очень-очень тонкое. Оно, да, буквально 2-3 сантиметра, и вся механика, скажем, это же очень тонкие вещи, итальянские вещи, да? Она такая достаточно прихотливая. Ну и в целом я бы на самом деле хотел вот такой алаверды произнести в адрес тех, кто поддержал. Это в первую очередь Министерство физической культуры и спорта, Министерство молодежи, это управление ГИБДД, окружную администрацию города, это Упрдор-Вилюй, по дороге которой пройдет вот шоссейная велогонка на Кубок Республики. То есть
столетию республики 100 километров. Ну и третье 100, я промолчу. Вот интересно, а какой маршрут, как он составлялся? Он составлялся с учетом того, что дорожное полотно по ширине соответствует, не соответствует, и ребята проедут, это самая тренированная, самая дисциплинированная часть, шоссейные велосипедисты, они проедут 100 километров по прямой, то есть со 135 километра до 35. Там случайных лиц не будет, то есть там выезд в засекреченное время, пропуск там, пароль такой-то и так далее, увезли, отсюда запустили, финиш на 35-м километре и продолжаем мероприятие, то есть вот этот велопробег по улицам города и так далее, и так далее. На самом деле нужно обращать внимание на велосипедист, ибо, ну, вы сами знаете, да, летом погиб ребенок, у нас масса дорожно-транспортных происшествий, и большая часть будет посвящена профилактике травматизма среди велосипедистов, в том числе онлайн-сдача тестов ПДД для всех желающих. В том числе для велосипедистов. В том числе и для велосипедистов. Ну, будут всевозможного рода подарки, призы и так далее. А такой вот вопрос. Мы все-таки понимаем, что это будет сентябрь. Во время, собственно, шоссейной гонки, велопробега. Мы понимаем, что погода у нас достаточно непредсказуемая история. Ли непогода? Заезд состоится, проведу аналогию с известной фразой, заезд состоится в любую погоду или не в любую. Еще раз, заезд, который спортивная часть, ребята там подготовлены, экипировка у них очень хорошая и так далее, они проедут в любом случае. Есть массовая часть, 26 километров, даже с границы Горного Улуса до 35 километра. Там даже с участием сотрудников вот одного из организаторов Прудора будет, ну, такой тоже достаточно лимитированный соревнования по, опять же, по шоссе, но на обычных велосипедах. На обычных. Ну, вы поняли, да? Ну, не шоссейных. Не шоссейных, да. А принять в том и в другом, можно ли принять участие, да? Есть очень такое хорошо организованное велосообщество. Они сидят пока в Телеграме на вело-ЕКТ. Все вопросы можно, в принципе, отдать им туда. И они устроили некую мандатную комиссию, выбрали среди себя. То есть в эти выходные, 28 августа, уже соревнования по кросс-кантри на Чучурмуране, они выявят 9 участников, то есть по 3 категориям, 3 финалистов, да, они билетом, автоматом отправят на шоссейные велогонки. То есть по организации ребята действуют сами. Наша задача, еще раз, придать некой медийности, некой массовой направленности и привлечь, еще раз говорю, начиная от и заканчивая до. Ну вот мы очень хорошо поговорили именно про соревновательную часть, но будет же еще и велопробег по городу самому. Да. Вот можно о нем подробнее, откуда до куда пройдет. Он начнется в районе 18 часов. У нас согласование с окружной администрацией по, скажем так, урезанию прав водителей с 18 до 19 по маршруту, значит, Лермонтова, Петра Алексеева, Пояркова, Кирова, обратно Комсомольская площадь. И, вернувшись, все участники велопробега примут участие в процессе награждения победителей и участников. То есть, начиная, еще раз говорю, от 2 лет, заканчивая, у нас ветеран записался 66-летний мужчина. Не на шоссейном ли? На шоссейном. Но это Федор Кривошапкин. Да, то есть встают очень много задач. То есть и медицинскую часть сопровождения сделать там и так далее, и так далее. То есть мы, наш телеканал, в качестве организаторов, в качестве инициаторов, вернее, у нас же нет полномочий там проводить соревнования какие-то. Но мы можем начать процесс, привлечь в него как много больше людей, организаций, органов власти, которые обязаны проводить вот такого вот плана мероприятий. Сказали, что будут награждения, какие призы. Ну, еще раз говорю, вот ключевой части, по части шоссейной гонки, я хотел на самом деле 300 сделать, да, то есть к столетию республики, 100 километров по хорошим дорогам, и за 100 чего-нибудь, ну, не знаю, получится или нет, но, скорее всего, получится, потому что, еще раз говорю, интерес очень хороший, интерес очень такой. И вот кто будет ненавидеть велосипедиста, на самом деле? Он же милашка такой, ну, едет себе, едет потихонечку, людей задевает. А вы посмотрите, вот велодорожки у нас, да, ну, посмотрите, у нас инфраструктура-то меняется. Строится, в корне, да. Да. За последние годы. Ну, я как человек тоже некогда катавшийся на велосипеде, это было, правда, почти 5 лет назад, но, тем не менее, уже тогда это было вполне себе возможно передвигаться по городу. Как минимум,
на этом замечательном виде Вообще транспорта. очень здорово, что в последнее время есть такая тенденция, что все больше и больше становится. Если вот когда мы велосипедистов. катали в 2005-2000, ну, до травмы в 2008 году я катал, да, там было, ну, человек 300, 400, 500, край, да, вот так вот. Ну, достаточно масса было, но 500. Смотрели как на умалишенного, да, взрослый человек катает на велике и так далее. А сейчас мы смотрим, это же глобальный тренд, это мейнстрим, это от вполне себе обеспеченных людей, заканчивая... я часто вижу, как министр экономики, вот Майя Андреевна Данилова приезжает на работу на велосипеде. Чем не пример? Ну, на самом деле, мне кажется, в городских условиях велосипед и мобильнее, чем автомобиль. Потому что... Летом точно, потому что точно. все вот эти пробки и так далее для велосипеда это... Самое главное — создать условия для безопасности. То есть, чтобы водители обращали должное внимание, чтобы инфраструктура соответствовала, и чтобы сознание людей было такое, что это такой же вид транспорта, как и... Да, ну и при этом окружающая среда не страдает. Да. Никаких выхлопов, никаких этих. То есть Польза главное- здоровью. И При польза этом всем. здоровью, да, польза всем. Так что призываю все организации, все учреждения, которые могут каким-то образом, скажем так, отметить тех ребят, которые в соревновательной части, для малышей наших и так далее, принять активное участие не только в качестве зрителей, но и в качестве одних из устроителей вот этого большого праздника велосипеда. Дмитрий, спасибо, Спасибо большое. Ну, будем надеяться, что, классно все пройдет. Ну, Великий я это очень круто. тоже хочу надеяться. Будем верить. Вот. Будем верить. Верить Да, лучше, ну и чем ждем. надеяться. Да. Вот, ну а мы продолжаем. В Алданском районе в эти прошедшие выходные прошел 16-й республиканский фестиваль авторской песни «Берег дружбы», который в этом году собрал более 200 человек, а участниками конкурсной программы стали 82 человека. Традиционно конкурсная программа включала в себя детские фестивали «Котофеевский», где приняли участие и юные певцы, и любители бардовских песен. За годы проведения фестиваля его география вышла за границы Якутии и даже Дальневосточного округа. «Берег» вот уже который год встречает авторов и исполнителей из Магадана, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петропавловска, Камчатского, Благовещенска и других городов России. Из года в год принимают участие в фестивале хабаровчане, любители самодеятельной песни из города Новая Чара, Владивостока. Почетные гости приезжают на «Берег дружбы» из Москвы, Калининграда, Могилева и других городов. Республика представлена на нем от Алдана до Имикона, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Татинский улусы, столицы республики, Нерюнгринский, Мирнинский и Ленский районы. Словом, фестиваль авторской песни вновь подтвердил свой республиканский статус, хотя вполне имеет право уже даже всероссийским именоваться. Ну а мы переносимся в Санкт-Петербург, где прошел фестиваль водных фонариков Dreamfest. А в рамках мероприятия любой желающий смог не только загадать желание, но и пустить в пруд Юсуповского сада фонарики в форме кубов и лотосов. На кадрах, которые мы сейчас вместе с вами видим, посетители фестиваля зажигают фонарики и опускают их в воду, а также фотографируются на фоне арт-объекта в виде гигантской светящейся луны, установленной в середине водоема. Кроме того, для гостей мероприятия выступил оркестр, исполнивший рок-хиты, а также были организованы фаер-шоу и тематические фотозоны. Ну а в Нижнем Новгороде прошел уже фестиваль воздушных шаров «Приволжская фиеста». На кадрах можно увидеть аэростаты, парящие в небе над городом и полями, а также процесс подготовки к полету. По сообщению организаторов, в мероприятии приняли участие более 20 аэростатов из разных городов России, а также Белоруссии и Казахстана. По словам организаторов фестиваля, в этом году было сложно вообще выбрать место проведения фестиваля. Площадку выбирали так долго, потому что мы должны быть уверены в направлении ветра у земли. И примерно предполагая, что есть по прогнозам, мы планируем место старта для того, чтобы это было безопасно и красиво. Ну а фестиваль — это всегда праздник, собирающий друзей, единомышленников, ну и просто зрителей. Многообразие мира отражается в этих ярких и праздничных событиях. Это всегда сконцентрированное представление о культуре, традиции и истории той территории, где проводится
сам фестиваль. Именно поэтому всегда фестивали привлекают повышенное внимание любителей познавательных и ярких путешествий. Фестивальный и событийный туризм во всем мире вообще набирает силу. И сейчас мы расскажем о некоторых из них, о некоторых фестивалях. Ну а если у вас отпуск или продолжаются выходные, то смело записывайте вот эти все фестивали себе, берите на заметку, может даже получится кому-то из вас посетить один из них. В этом году, 26 августа, на Красной площади пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Это парад военных оркестров разных стран мира, который не имеет аналогов среди других известных military tattoo, то есть парадов военных оркестров мирового уровня. Это захватывающее дух музыкальное театрализованное представление, где органично сочетаются разные музыкальные направления, парадные дефиле военных оркестров, танцевальные и показательные шоу и спецэффекты. А 27 августа также в Москве пройдет межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Крупнейший фольклорный праздник России, который каждое лето собирает на своей площадке лучшие фольклорные ансамбли и ремесленников со всей страны. В этом году он пройдет на территории музея-заповедника Коломенское. Ну а если в этот день вы случайно окажетесь в Германии, то смело можете посетить самую длинную ночь в музее. Фестиваль так и называется «Длинная ночь музеев». Он пройдет в Берлине. В рамках фестиваля музеи, галереи, выставочные залы, архивы, собрания, мемориалы, исторические памятники и культурные центры города открывают свои двери для всех желающих в ночь субботы на воскресенье. Гости и жители Берлина в эту ночь могут окунуться в многослойную культуру этого прекрасного немецкого города, посетив все возможные культурные мероприятия в рамках фестиваля. А 31 августа, если вы окажетесь в Италии, то вы сможете смело посетить Венецианский кинофестиваль. Это один из старейших международных кинофестивалей и важное событие в мире кинематографа. 8 сентября в Индии пройдет красочный праздник урожая, отмечаемый в штате Керала. Здесь можно увидеть людей в национальных костюмах, попробовать народную кухню, посмотреть традиционные игры и танцы, увидеть парад слонов и гонки на лодках и, конечно же, услышать народные песни. Также в этот день в Испании пройдет фестиваль фламенко. В этом году он будет проходить в Севилье именно 8 сентября. Фламенко – традиционный музыкальный танцевальный стиль, представленный десятками разновидностей. Танцы и песни фламенко, как правило, сопровождаются игрой на гитаре, игрой на перкуссионном ящике, ритмическим битьем в ладоши, иногда звуками кастаньет. 17 сентября на берегу Дона, это уже в России, у Татинских бродов оживают страницы истории величайших армий. Вновь встречается Русь и Орда, Дмитрий Донской и Мамай. В этот день и до 19 сентября здесь будет проходить военно-исторический фестиваль «Поле Куликова». В рамках фестиваля традиционно проходят турниры по историческому фехтованию, конные состязания, маневры, бугурты, показательные выступления, ярмарка средневековых ремесленников, дефиле исторического костюма и тематические мастер-классы по гончарному, кузнечному, ткацкому ремеслу, концерт фолк-группы. Это лишь часть крупных международных фестивалей, которые будут проходить в этом и в последующем месяце. Так что если у вас есть свободное время или вы в отпуске, то смело езжайте и разнообразьте свой культурный досуг. А между тем, длительный бархатный сезон прогнозируется в России этой осенью, так как вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Температура воды сейчас потрясающая. Например, температура воды на востоке Черного моря плюс 25, плюс 26 градусов, а в Сочи и Анапе плюс 28. Это температура экваториальных вод. Такое вообще редкость. В Калининградской же области также фантастически высокая температура воды, плюс 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу, отметил Вильфанд. Он уточнил, что обычно бархатный сезон длится до конца сентября, но в этом году он будет чуть длиннее обычного и охватит даже начало октября. Так что если у кого-то все еще продолжается отпуск, то мы непременно вам завидуем, потому что вам повезло продлить его. Можно на берегу Черного моря, да, очень неплохо бережно отдохнуть в теплой морской воде. Ну а наш эфир продолжит наша рубрика «Книжная полка». Мы рассказываем каждый раз об интересных книгах, интересных
изданиях. Сегодня сотрудники Национальной библиотеки Республики, сотрудница Галина Кутугутова расскажет о книге Полины Мостылыгиной о великом и могучем русском языке. Доброе утро. Сегодня в рубрике «Книжная полка» я хотела бы рассказать о книге «Большая книга о великом и могучем русском языке», автор Полина Мостылыгина. Полина Николаевна является журналистом, автором огромного блога Great Russian, и на основе своего блога она с 2018 года издает книги, написанные очень ярким, живым языком. Например, вы знали, что у крокодила нет мочевого пузыря? И вся лишняя жидкость выходит через специальные железы, которые расположены у глаз. Отсюда в русском языке и появился фразеологизм «крокодильи слезы», что означает неискреннюю грусть, неискреннюю разочарование. Об этом и многом другом вы можете найти в этой книге. Кроме того, в Фонде Национальной библиотеки представлена коллекция, подаренная организаторами тотального диктанта, называется она «Библиотека грамотности». И все книги доступны в режиме читального зала в нашей библиотеке. Читая книги, мы не только развиваем свой ум и способности нашего мозга, но и расширяем свой словарный запас. В нашей рубрике «Говорим правильно» сегодня мы будем разбирать слово «извинить», «извините». Узнаем не только происхождение этого слова, но и другие формы его употребления. Доброе утро, дорогие телезрители! В русском речевом этикете для выражения извинения чаще всего мы используем слова «извини», «извините, пожалуйста». А если это у нас речь деловая, то мы обычно употребляем такую более распространенную конструкцию «приношу свои извинения» или «приношу свои искренние извинения». По мнению Николая Максимовича Шанского, слово «извинить» заимствовано из старославянского языка, где оно является производным от слова «винить», «обвинять», или буквально обозначает снять вину с кого-либо, оправдать, а затем простить. Еще слово «извинить» в речевом этикете мы используем для того, чтобы выразить сожаление по поводу причиненного беспокойства или неудобства, или при обращении к незнакомому человеку. Например, «извините, который сейчас час?» В устной разговорной речи мы нередко слышим такой вариант слова «извините», как «извиняюсь». Правильно ли так говорить? Конечно, нет. Если мы с вами говорим «извиняюсь», то получается, мы просим прощения не у того человека, которого как-то задели или обидели, а у самого себя, что в принципе нарушает смысл слова «извините». Давайте говорить правильно. Всего доброго! А прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы, которые спешат, уже не терпится им рассказать о последних новостях. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Более 330 миллионов выделено из федерального бюджета на строительство школ в районах Якутии. Напомним, в ходе рабочей поездки в республику премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение главы региона Айсена Николаева по финансированию развития социальной инфраструктуры. Дополнительно профинансируют строительство школ на 450 мест в селе Барагонцы Усть-Алданского района, на 275 мест в селе Саилык Кобяйского улуса, на 450 мест в районном центре Сунтарского улуса. Сертификаты на покупку жилья с начала этого года получили 100 детей-сирот в республике. Общая сумма сертификатов составила почти 346 миллионов рублей. Из них средствами распорядились пока 30 человек. Сумма сертификата рассчитывается, исходя из 33 квадратных метров площади жилого помещения. Деньги перечисляют на счет застройщика или продавца. С этого года по поручению главы Якутии Айсена Николаева механизм обеспечения жильем детей-сирот расширен. Теперь они могут вложить собственные кредитные средства или мат-капитал к жилищному сертификату и купить квартиру побольше.
Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут получить грант в размере до 500 000 рублей, а за деятельность на северных территориях России – до 1 000 000 рублей. Программа реализуется в рамках федерального проекта создания условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ИП». Средства выделяются победителям конкурсного отбора на аренду помещения или оформление результатов интеллектуальной собственности. Ранее получить такие гранты могли лишь предприятия, которые занимаются соцпроектами, однако теперь финансирование доступно более широкому числу компаний. День Якутии отметили в Москве, в самом центре столицы, у стен Кремля. В рамках фестиваля Русского географического общества прошел грандиозный концерт с участием звезд якутской эстрады. Праздничная программа была посвящена сразу нескольким знаменательным датам. Это 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства, а также столетие ЯССР. Такой формат презентации региона – лучший способ познакомить жителей и гостей столицы с традициями и культурой народа Саха. Также в рамках Дня Республики в Москве состоялась торжественная передача седла с лошади Дугуйдана Винокурова в дар Русскому географическому обществу. Напомним, Дугуйдан преодолел 11 000 километров от полюса холода до Белокаменной на якутских лошадях. Уникальная экспедиция при поддержке РГО завершилась в Москве во время цеха в Коломенском. И сотрудничество Якутии и Русского географического общества продолжается. Таких проектов очень много. Это и большой, очень многолетний проект «Пути великих свершений» от Московского царства к Великой России. Мы изучаем те пути, которые проходили и первые землепроходцы, увеличивая, присоединяя новые территории к Московскому царству. А на современном этапе знание своей страны – это и есть основа того патриотизма, о котором мы сегодня много говорим. Только зная свою историю, свою почву, свои источники, свои корни, может человек быть настоящим патриотом. Целый день, посвященный Республике Саха-Якутия. Концертная программа, работа лектория, работа с молодежью, работа по патриотическому воспитанию, ученые, путешественники. Это все наполнен весь парк Зарядье. Конечно, за это мы вас благодарим. И, конечно, мы понимаем, что продолжать проекты Русского географического общества с правительством, с отделением в Якутии нужно, можно, и мы будем это делать. Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. И мы переходим к такой более модной части нашего эфира. Леопардовые лодочки, шпильки, лоферы, квадратный нос и больше контраста. Российские бренды представили свои осенние тренды. Так, в последнее время мода вдохновляется прошедшими эпохами, но от зацикливания на одном и том же можно легко устать. Так, российские бренды и коллекции к осени и зиме объединил разные модные эпохи. Дизайнеры перевоплотили самые культовые модели обуви и аксессуаров, выполнив их в современных материалах, актуальных оттенках и дополнение трендовыми деталями. Так в моду возвращается шпилька, но только в сочетании с вытянутым мысом, а круглые носы носим с тракторной подошвой. Например, выбирают лоферы для этих целей. Из оригинальных моделей, которые точно стоит примерить, ботильоны на устойчивом каблуке с мысом, напоминающим таби, бежево-черные ботильоны на тракторной подошве, леопардовые лодочки и многослойные рыбацкие сапоги. В новой коллекции бренды намекают, что комфорт теперь приобретает индивидуальные и смелые черты. Акцентный каблук, контрастная тракторная подошва, ботинки в мускулинном стиле, лаковые ботильоны на высоком устойчивом каблуке, остромодный квадратный мыс. Несложный способ сделать даже скучный образ максимально интересным, особо не напрягаясь. А в завтрашнем выпуске, если вы следите за нашим эфиром, мы расскажем о новых прическах, что сейчас в тренде среди населения. Ну а далее, как и обещали, мы расскажем, как выбрать школьную форму для мальчиков. Напомним, если вы были с нами вчера, мы показывали выбор школьной формы для девочек. С вами поговорим про школьную форму для наших с вами мальчиков. Именно мальчикам всегда приходится больше уделять внимание в подборе одежды, потому что капризов, как говорится, не меньше, чем у девочек.
Мы понимаем с вами, что ребенок ходит в школу 5 дней в неделю, а значит, у него должно быть минимум 3-5 верхов для того, чтобы они постоянно сменялись. Именно визуальная зона, то есть наше с вами лицо, является основным в наших образах. Именно в гардеробе мальчика это особенно заметно, потому что брюки преимущественно не меняются, да, и вариантов других позиций, скорее всего, нет, поэтому стоит обратить внимание на большее количество верхов. Это могут быть вот такие вот классные стильные лонгсливы с длинными рукавами, да, их можно застегнуть, расстегнуть, даже под низ добавить, например, футболку для того, чтобы она немножко виднелась, создавая тем самым многослойность, утепляя ребенка и делая образ более стильным. Классическая белая рубашка на самом деле может быть не только белой, но и голубой, синий, всех возможных других цветов. Попробуйте вот такой вот вариант, например, в принт-клетка, что тоже интересно смотрится. Ребенок в свободное время сможет подвернуть рукава, также немножко расстегнуть верхние пуговицы. Лучше всего выбрать сразу несколько разных рубашек, а не одинаковых, для того, чтобы ребенку было удобно и комфортно, чтобы он тоже ощущал разнообразие. Что касается низов, в гардеробе мальчика выбор невелик, поэтому обращайте внимание по фактуре и своему дизайну. Например, такие брюки – это очень удобный, комфортный, мягкий вариант. Да? Также можно подобрать что-то более похожее на джинсы и классические синие брюки. Также, если вы выбрали костюм для ребенка, то есть жилет и брюки из одной ткани, выбирайте сразу 2, а может быть и 3 пары брюк. Процент износа брюк очень высокий, а процент износа жилета или пиджака гораздо ниже. И, возможно, в какой-то момент они станут разных цветов, так как брюки будут стираться гораздо чаще. Поэтому лучше всего выбрать под один пиджак 2 пары похожих брюк. Жилеты для мальчиков могут быть также совершенно разные. Обратите внимание на вязку, да, на фактуру, а они совершенно не похожи, но оба являются синими, что является правильным по уставу. Я, конечно же, за вот такой вот интересный, стильный, объемный вариант, который будет и согревать, и выглядеть классно в разных образах. Ну, конечно, от такого тоже отказываться не стоит, это классический, носите с белыми рубашками на более официальные мероприятия. И, конечно, детали. Я всегда говорю, что именно детали являются основой стиля. Какие детали, такой человек. Если ребенку нравится яркое, не запрещайте ему использовать это хотя бы в маленьких деталях. Головные уборы, носочки, всевозможная интересная обувь, яркие шнурки. Пусть ваш ребенок остается собой даже в школе. Детская школьная форма очень важна, потому что именно она является первым настоящим гардеробом вашего ребенка. Это униформа, которая помогает формализовать и помогает хорошо учиться. Но не забывайте о индивидуальности своего ребенка и помогайте ему его подчеркнуть. Ну и пришло время еще вернуться к одной теме, о которой мы говорили в самом начале. Очень важная тема. Очень важно. Действительно, Арктический государственный агротехнологический университет является базовым вузом Минсельхоза России по подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики. Традиционные отрасли Севера – это новый виток развития арктической зоны России. Сегодня мы поговорим с нашим гостем о подготовке новых кадров. У нас в гостях исполняющий обязанности декана агротехнологического факультета, кандидат сельскохозяйственных наук Сидоров Андрей Андреевич. Андрей Андреевич, доброе утро. Доброе утро. Вот. Сколько заявлений, да, поступило во время приемной кампании? В этом году у нас поступили на разные уровни образования, то есть начиная со среднего образования, да, колледжа, и заканчивая магистратурой, более 3000 заявлений. Это огромное количество. Это в отличие от прошлого года больше, меньше? Да, это чуть больше прошлого года. Но в этом году нам выделили больше мест бюджетных. Вот. Поэтому... Ну вот говоря про бюджетные места как раз-таки, а сколько всего бюджетных мест на вот предстоящий учебный, ну, на набранный курс предусмотрено? 1119. Из них 850 это на бакалаврат и 219 это на СПО. То есть, в принципе, получается чуть меньше половины всего объема принятых студентов, это составляют учащихся бюджетных мест. Какие самые востребованные направления среди абитуриентов в этом году? Самое востребованное направление, это, допустим, если брать бакалавриат, классическое направление ветеринария. Туда у нас был достаточно большой конкурс по заявлениям. А также идет агроинженерия, то есть это тоже инженерная специальность. И технологии общественного питания также пользуются спросом ежегодно у ребят. А что касается среднего образования, то это информационные технологии и программирование, а также это экономика
и бухгалтерский учет, и право и социальное обеспечение. Ну вот уже можно сказать, что, ну, все, приемная кампания окончена, или же именно приемно-бюджетные места по очной форме, вот для тех, кто хочет поступить на бакалавриат или специалитет, еще есть возможность? Да, как бы у нас по основным направлениям уже прием документов закончен, но есть ряд направлений, по которым еще идет дополнительный набор. В том числе у нас по Актемскому филиалу, да, который располагается в Хангаласском УЗИ, это буквально 50 километров от города Якутска. Есть свободные места по направлениям бакалавриата, это агрономия, а также направление технология от агрономии на среднем образовании. И прием документов идет с 10 августа по 25 августа. То есть буквально осталось совсем немного дней. И также Пару дней. Да, на нашем факультете, да, на моем факультете агротехнологическом есть вакантные места. Это по технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также по зоотехнии. Это направление бакалавриата. И также идет прием документов на заочную форму обучения и магистратуру. Ну вот за последнее время АГАТУ открыл какие-то новые направления для выпускников школ? Да, есть новые направления, в том числе вот направление, которое пользуется спросом, это информационные технологии и программирование. А также еще есть направление технологии лесозаготовок. Это, кстати, там тоже есть вакантные места, и мы ждем ребят на направление бакалавриата, это факультет лесного комплекса и землеустройства. Ну вот один из таких главных показателей, наверное, учебного заведения, это, конечно же, трудоустройство потом, ну, будущих выпускников, ну, состоявшихся выпускников, будущих выпускников. Каков показатель, ну, есть ли информация, проводили или собирали статистику, каков процент, может быть, трудоустройства ваших выпускников, ну, в предприятия республики хотя бы, или, может быть, даже российские компании? Ну, показатель трудоустройства ежегодно находится на уровне 70%, но нужно здесь упомянуть о том, что ребята многие уезжают в армию, кто-то остается по уходу, и процентов 30-40 это ребята, которые продолжают обучение в магистратуре. То есть они продолжают обучение как у нас, так и в российских вузах, в центральных вузах. Ну а в целом, куда, как правило, идут работать студенты потом, после окончания? Ну, наиболее распространенные, ну, сферы, понятно, мы уже поняли по специальностям. Может быть, предприятия какие-то именно? Ну, предприятия, например, ребята, которые оканчивают, допустим, технологию лесозаготовительных и деревообрабатывающих, они могут работать в такой компании, как «Алмаз», например, которая занимается поставкой древесины, а также обработкой. Также многие мебельные компании, которые сейчас у нас работают, частные компании, они тоже могут найти там свою работу. А ребята, которые заканчивают, допустим, зоотехнию, они могут работать в фермерских хозяйствах, либо создавать свои крестьянские фермерские хозяйства. Также работать могут в управлении сельского хозяйства. Какая готовность сегодня у университета? Готовы ли уже принять студентов 1 сентября? Как да, готовность у нас идет полным ходом. Уже мы уже готовы заселять ребят в общежитие, а учебные корпуса уже полностью подготовлены. И мы ждем всех наших абитуриентов уже, которые станут студентами, да, стали студентами 1 сентября. Ну вот, кстати, про 1 сентября будет ли, скажем так, у студентов она тоже бывает, традиционная линейка, да? Потому что у нас же была вот и ковидная история, когда было все ограничено. В этом году как на 1 сентября пойдут студенты? Да, у нас будет линейка, традиционно она проходит ежегодно, перед главным учебным корпусом. То есть ребят поздравит ректор, и также будут гости из профильных министерств, организаций. И это такое торжественное мероприятие, без которого не обходится 1 сентября. Ну и последний, наверное, вопрос такой, буквально, ну, в 2, наверное, словах. Мы вот, так сказали, да, специалисты нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики. То есть немножко поменялось ли направление обучения именно по существующим давно специальностям, именно вот в рамках упора на Арктику и Север? Да, конечно. У нас есть классические направления, допустим, такие как зоотехния, ветеринария. Но в учебные планы этих направлений были введены региональные компоненты, которые более полно раскрывают вот именно с точки зрения сельского хозяйства у нас в республике и в том числе традиционных отраслей. То есть это коневодство, оленеводство, и какие-то вот в агрономии тоже, да, адаптивное растениеводство. То есть это все, конечно, учитывается и более широко раскрывает вот именно специфику традиционных отраслей Севера. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Что ж,
Поздравляем всех с наступающим, да, 1 сентября. Я студентам желаем новым отличной учебным учебы, годом. первокурсникам тем более. Ну а мы на этой ноте, образовательной, назовем ее так, мы наш эфир сегодняшний заканчиваем, но не расстраиваемся. Впереди целый день, который дарит вам поле возможностей для новых свершений. А завтра уже Завтра уже в среду мы снова встретимся с вами в нашей студии.